Так, ну что, вот мы в Гурзуфе, там доехали на 131 автобусе. Тут Успенская церковь, конечная остановка. И вот идем сюда, вниз, вниз. Отличительная особенность Гурзуфа — это вот такие улицы, довольно сильно наклоненные и узенькие. Мы сейчас находимся вот наверху, а там видно вот через эти крыши набережная Гурзуфа. Так, надо вот сюда спускаться. Интересные здесь строения. Такие вот ретро. Сдают многочисленное жилье. Цены. Вот, пожалуйста, вид на море. Wi-Fi. Вон, интересно. За жилье сдают вот здесь вот, наверху тоже. Смотрите, поворачиваешь, и туда улица вниз куда-то идет. Тоже жилище. Вот понастроенные такие вот клетушки. Какая машина интересная. Магазин «Солнышко». Вот тут, да, жилье. Везде понатыкано. Здесь сувениры. Открыто. Зеркало. Самому себе смотреться. Царство ароматов. А вот там вот дача-музей. А вот он, по-моему, Чехова. Видите, как тут кошмар. Куда-то туда, наверх. Булочки, булочки, косметика, аптека. По акции. Семейный мини-маркет. Много зелени, как мы видим. Крымские сладости. Так, вот здесь вот бочки видно. Алкомаркет. Бокалы. Так, вот таверна, столовая по-домашнему. Можно перекусить. Там, по-моему, фонтан был. Такой фонтанчик. Шар, по которому просто стекает вода. Ну вот, в прошлый раз мы откуда-то отсюда приходили. Спускались. Когда на автобусе другой какой-то автобус, видать, был. Ехали. Ну, давайте теперь вниз прогуляемся. Мадера. Вот туда, куда наверх шлепать надо. Тут даже у них какие-то свои фирменные железные Гурзуф. Дорога вот такая, но тут выложена этим таким камнем. Брусчатка называется. Какие-то запахи. Здесь слева, справа. Туда вон дорога. Дом творчества Коровина. Куда-то сюда. Кошки. Сувениры. Фрукты, овощи. Здесь тоже жилище идет. Так, а нам надо повернуть сюда. И потом будет проблема наверх подниматься. Потому что сейчас-то легко. Вниз, вниз. Камеры многочисленные здесь установлены. Наблюдают за вами. Так, а это что за два памятника? Два чувака. А, это там, по-моему, там дом Чехова. Вот два чувака. Коты. Ой, безглазый. Ё-моё. Ну и вот, что мы видим. Кошка сидит, смотрит. Голубь.
Он причал. Да. Так, сейчас идем сюда вниз. Вчера к тебе люди подошли, я сразу, Сами видите, это лавровый лист. Можно сразу веник за 100 рублей взять. Голуби сидят. Так, спускаемся дальше. Ну идем. Так, куда тут идти-то надо? Тут вот есть сход. Там дальше есть сход. Короче, проволока и обмотали. И вот здесь тоже жилище. Видать, наверху также ресторан восточный. Ага. Тут можно сесть, посидеть, покушать. Касса морпорта. Так, ну и что? Как тут что переходят? Как-то перелазят, да? Закрыто. Но люди все равно туда перелазят. Ну вот можно здесь немножко постоять, посмотреть. Голуби, перила. Что-то это никто не красил. И туда люди перелазят просто. Можно вот так вот пройтись по берегу. Так, ну тут вот, смотрите, вот этот пирс, у него уже часть этих опор, оно просто проржавело, сгнило. Он так стоит. Море сегодня так волнуется. С этой стороны здесь ресторан. Тут, кстати, вот песочек есть и галька. Так что тут можно ноги намочить запросто. Это на солнце вообще какая погода мерзкая, кланет. Вон вода, речка. Давайте перейдем ее. Упс. Интересно, а так можно пройти туда? Наверное, можно. Утки. Слушайте, запах йодированный море. А там он, интересно, он наверху под этой скалой какой-то санаторий или что там находится. Ну, короче, вот тут какие-то строения, многочисленный этот пирс, морпорт, волны, вот люди гуляют здесь, сидят, кто-то сидит, там, ну, голубей сколько там. Сейчас только я их кормил, немножко тут дал, так тут целая стая прилетела, ё-моё. И прямо наглые такие, на меня садятся на ноги, ничего не боятся, ё-моё. Ой, смотрите, что творится-то, а? Прилетели, куча целая. Вот, прямо в наглую, смотрите, ходят в наглую. Круассанами я их тут кормлю. Она прилетала, куча целая. О, женщина купаться собралась. Ё-моё. Я плавки не взял. Вот, прямо тут ходят. Ну что? Вот. Голодные, вас не прокормишь, сколько вам надо? Килограмм, 2. Овса сразу. Интересно, камушков можно насобирать. Пляшек вот видно, да? Вот. Видали, да? Всяких разных. Ну, стекло битое. Короче, тут много всего.
видать, пьют, бухают. И стекла поэтому много. Вот здесь такого можно найти уже водой граненого. А вот смотрите, там женщина с мужчиной поплыли в море. Тут какая, смотрите, мрамор, горимый мрамор. 3 урны сразу в одном месте. Так, здесь вот такая женщина с тряпкой. Так, а здесь что у нас? Дорогие друзья, ждем вас на прогулочку по знаменитому Грузовскому парку. Можно. Да, ну тут вот наверное, особенность вот эта набережная шикарная. Но, конечно, она уже потрескалась. Уже этот мрамор тут потрескался. Но тут можно вот наблюдать. Это я понимаю, так женщина какая-то лежит здесь. Развалилась. Так, ну что тут в этом грузовке еще хорошего? Вот такие вот статуи здесь. Непонятно. Обнаженных женщин. Вот здесь санаторий Пушкина. Вот вход туда. Экскурсии закрыты уже. Замок. Смотрите, у Пушкина здесь отдельный выход есть. Вот оттуда вот такая вот терраса. Вот и есть отдельный спуск. Элитно. Богато. Еще одна какая-то тут штуковина стоит непонятная. Чё себе. Тут не только женщины, но и какие-то еще. Это типа обезьяна или мужик без головы. В Гурзуфе есть уже. Море вон какое. Зато есть вот такие какие-то. Это что такое? Это тень типа, да, тут создают такие лавочки здесь. А это для тени, да? Прикольно, оригинально. Лавочек почему-то могли бы по периметру. Тут не хватает. Тоже могли бы сидеть люди. Ну, какой-то горох растет. Что за горох? Наверное, он несъедобный. Да, уже, конечно, смотрите, да? Обветшала она. Люди уже заходили. Тоже требуется ремонт будет. Тоже, наверное, будут перекладывать. А так был в целом тут неплохой. Вот один из самых неплохих набережных была здесь. И там картины продают, всякие товары, поделки. Здесь можно кофеек попить, что-то еще, короче, немножко перекусить. Вон там рыба, морепродукты. Вот такое вот море. Ну что, морепродукты закрыты. Делать тут нефиг. Там куда-то дорога идет наверх. Вот здесь какой-то ресторан. Вон там на воде. Видно. GC кафе. Пляж закрыт, спасение не обеспечивается. Такое предупреждение. Здесь какая-то точка активная. Трактир. Пицца, шница, трактир на воде называется. Вот такие вот цены. Ну и здесь еще одна кафешка. Мини-маркет Винопей. Дядя Винопей. Вот это да. Вот это нормальное название. Вот это я понимаю. Туда еще можно дальше пройти. Там тоже можно что-то увидеть. Моряк Бармидий закрытый. Тут тоже. Это похоже работает, да? Кафе Венеция. Да. А раз лампочки горят, значит она работает. О, и международный чемпионат по стриптизу.
Бронируй заранее. Так, это куда-то наверх дорога, я туда не пойду. Ну, а можно вот по этой дороге идти. Тут типа проезжать. Машины могут ехать. Чайки вон пищат. Гурзуф. Вот это Медведь-гора. Тут коты вот гурзуфские. Вот они какие тут сидят. Ну а туалеты здесь вот такие вот. Наверное, уже не работают. Вон, кстати, видно Адалара. Оливковая роща. 450 лет ей. Там здесь такой Я вам его показывала. Когда умер прикольный. Ришелье, он по своему завещанию передал это имение. Сейчас экскурсия идет здесь. А где там был безнамаз? Такой жиденький, конечно, строки жиденькие, но в целом симпатично. Дерево у лукоморья. Кот ученый-то, вот он, дуб, вон он. Там сейчас люди фоткаются русалкой. Там. Вот здесь дома. Короче, санаторий Гурзуфский вот тут находится. О, действительно. Обратите внимание на этот сказочный дворец, друзья мои. Когда Петр Иванович Кубонин приехал сюда, в Гурзуф, в 881 году, он сразу определился. Не для барских утех покупаю я это имение. Он купил имение с 5 гектарами земли. Ну, здесь памятник Ленина. Вот эта дачка прикольная, такая высокая. Фотографируемся и идем дальше. А вот речка здесь, которую искусственно сделали. Тут домики прикольные повсюду. Ну, глубокая прорыва. Банановая роща. Было больше, они были покрупнее. Ну вот, фонтан ночь. Ангелы. Да. Я не могу достать. Не могу. Отстань, говорю. Я не могу лезть. Все корпуса санатория Гурзуфского. Это столовая. Там вид такой обалденный. Я там сфоткал, надо будет ставить потом. Короче, тут в мае какие-то дворяне съезжаются сюда и устраивают балы костюмированные на целую неделю. Вот наша группа. Так, о, Пушкин. Еще раз. Вот еще корпус. Довольно веселая группа попалась. Входим. Так. Проходим. Ой. Ё-моё, ступеньки. Осторожно. Смотрите, какая махина. Санаторий Гурзуфский. Тут я чуть не забронировал жилье. Что-то мы передумали, ё-моё. Что-то мы передумали. Посмотрите на фасад, как я и говорила, ни одна из гостиниц не повторяет последующую. Она Ну что, так, вот еще река какая-то здесь. Говорят, тут сильно топило, когда тут последнее вот это наводнение было. О, нифига себе, тут палок, блин, деревьев-то сколько, это спилили, да? Они? все было выполнено внутри из каракуля. Корпус лечебный. Вот. Такие древние двери. Аллея пальмовая, 53 пальмы здесь.
подсвечены вот такими разноцветными отделами. Смотрите, здесь пальмовая аллея, банановая роща. Все Ну и все, выходим. В общем-то, там Пушкин молодой, который здесь 3 недельки отдыхал. Ну и вот ворота, мы идем на выход. Ну что, зашли здесь в кафешку. Здесь вот там вот дача Чехова, Далары. А мы взяли вот такие вот чебуреки. Я с сыром взял. Это морс кизиловый. А эти чебуреки... Так, вот это с сыром, а это с мясом я взял. Вот. Еще юбки есть конкретно. Короче, перекусили в этом Мирабе. Чебурек. 2 чебурека. Получается 300 рублей берешь. О, разные они там. С разным наполнителем. Вот таким образом. Ну, жирноватенько, конечно. 2 чебурека за раз съесть. Они такие на масле же готовятся. Ну, можно взять морсик, он кисленький, как-то перебивает. Вот это супер протертая дорога здесь. Скользко. Смотрите как. Она аж до этого, до блеска отполирована. И так она, в принципе, не скользкая. Пошли немного туда, кстати, дача Чехова, по этому переулочку. Мы там были, сейчас наверх идем. Как тут круто-то, а? Обалдеть. Рыбалка, смотрите. А тут положено. Можно так спуститься. Ну вот, тут это Богемия, шарик. И идем наверх. Так, всякая еда. Ну что, выходим отсюда. Парикмахерская. Коты прямо нарисованы. Тут царство кошачье вообще. О, вот. Обратно. Ну тут небольшой, как бы, подъемчик такой. Относительно. Вот здесь вот Артек написано. И мы вот все пришли.